эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. 3 якутских оператора по обращению с отходами получат субсидии на новое оборудование. Возможности и перспективы для людей в условиях новой реальности обсуждают на форуме новаторства «Время изменений» в Якутске. Приложение «Читаем, слушаем и изучаем якутский эпос Ланхо» презентовали в столице республики. 3 якутских оператора получат субсидии на приобретение оборудования по обращению с отходами. Компании были выбраны по итогам открытого конкурса Министерства ЖКХ и энергетики. Одним из получателей стала компания «Якутская Кассети», которая планирует приобрести оборудование для обработки полимеров. Второй получатель – ГУП ЖКХ Республики, обслуживающие северные и арктические улусы. На субсидии предприятия купят инсинераторные и пиролизные установки. Также новое оборудование получит компания «Экологические системы Якутии», которая приобретает мусоросортировочный комплекс. Напомним, что в прошлом году правительством страны введены новые правила, призванные мотивировать бизнес на прямые инвестиции в развитие инфраструктуры сбора и переработки отходов. Живет в развалинах, без тепла и водоснабжения. Линчанин с ограниченными возможностями Петр Филиппов остался один в расселенном аварийном доме. Тогда все его соседи получили новые квартиры или денежную компенсацию. Проблема возникла из-за того, что 2 собственника, брат с сестрой, не смогли договориться. Но как бы ни складывались обстоятельства, оставлять мужчину в таких условиях бесчеловечно. Кто и каким образом решает этот вопрос, в репортаже Анны Кожевниковой. Уютная трехкомнатная квартира Петра Филиппова превратилась в совершенно непригодное для жизни холодное помещение. Хозяин обосновался в одной комнате, где есть теплые полы. Он греется с помощью электроприборов и кипы одеял. Спит в одежде, за водой в туалет ходит к соседям. На дворе декабрь месяц. В доме отключено и отопление, и водоснабжение. Холодно так, что даже кран перемерз. А в самой квартире дышится. Оказалось, что дом вот уже как 7 месяцев расселили, а у Петра возникли проблемы. Изначально не смогли договориться с сестрой, которая тоже является собственником и планировала получить компенсацию, тогда как Петр хотел квартиру в новом доме. Ни горячей, даже холодной воды нет. Я вот одеяло повесил, там вот в комнате более-менее тепло, вот живу, жду вот переселения. Но сейчас вот должны мне дать временное, сейчас вот морозы начнутся, должны дать временное жилье. До того, как дадут компенсацию, и куплю уже новое жилье, себе приобрету. Петр по обращению в суд сестры был признан ограниченно недееспособным. Соответственно, всеми его вопросами теперь занимается опека. Но почему мужчина оказался в таких условиях? Первыми, кто пришел на крик о помощи, стали члены общественного совета. К ним обратились неравнодушные граждане. Общественники, в свою очередь, направились к главе города, в отдел опеки и к прокурору. Ждать здесь нельзя, человеку надо давать срочно. Срочно давать какое-то временное жилье, поступят деньги, ему будет подобрана и куплена квартира. Представители органов опеки и попечительства по телефону пояснили, что решение суда о недееспособности Петра вступило в силу 27 апреля. С того момента они курируют его жилищный вопрос. О том, что в доме отключено отопление, они узнали только в ноябре. Заявление о предоставлении временного жилья до момента получения компенсации за аварийную квартиру Петр предоставил в городскую администрацию 30 ноября. Человек хочет получить компенсацию, но такое решение было принято отделом опеки и попечительства. Сегодня нам оценку предоставят, мы выплатим компенсацию 50% сестре, 50% брату. Сегодня мы решаем вопрос о предоставлении ему маневренного фонда. Я думаю, что этот вопрос решится буквально в течение 1-2 дней. Мы же вместе с членами общественного совета взяли на контроль этот вопрос и в дальнейшем проследим и расскажем телезрителям, как будет решена возникшая проблема. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Ужесточили меры контроля продажи местной продукции на Малом базаре по улице Кирова в Якутске. Теперь каждое мясо и субпродукты проходят тотальный как визуальный, так и документальный контроль.
В случае выявления некачественной или подозрительной продукции ее будут изымать для лабораторного анализа. Напомним, на этой неделе в социальных сетях появилась информация от жителя столицы, что под видом свежего мяса от якутских фермеров продают залежалое привозное сомнительного качества. После чего руководство Малого базара провело проверку, гражданину были возвращены деньги, а в отношении нерадивого продавца заведено дело о мошенничестве. Мы являемся вообще помощником нашим пищевым предприятиям, кто вот продает свою продукцию, кто производит продукцию. Вот поэтому мы никак не надзорный орган, поэтому мы только работаем над тем, что наши производители или вот продавцы выпускали качественную продукцию, отвечающую всем техническим регламентам, техническим, технологическим требованиям и санитарным, естественно, требованиям. Вот это наша вот основная работа будет. Но мы сегодня с Малым базаром договор заключили, и мы будем ходить тут проверять, посмотреть, советовать. Если что-то... И у нас есть большая, хорошая лаборатория, которой нету в республике вообще вот такое. Они делаем мы глубокие анализы на фальсификацию и так далее. Делегация Элтумена приняла участие в митинге, посвященном столетию со дня рождения героя Советского Союза Федора Попова. Митинг был проведен у братской могилы, где был захоронен славный сын якутского народа в поселке Держачи Лосевского района Белоруссии. От имени земляков героя Советского Союза Попова выступил глава Мегино-Кангаласского района Николай Старостин. Он выразил благодарность белорусскому народу за бережное отношение к памяти героев. Также выступил родственник Федора Кузьмича Николай Попов. Афанасий Шкляров, ветеран, принимавший непосредственное участие в сохранении и увековечению памятника братской могилы, прочитал свой стих, посвященный подвигу павшим воинам. После возложения венков была объявлена минута молчания. Прозвучал оружейный залп. В Якутске проходит 7-й ежегодный форум новаторства «Время изменений». Форум новаторства – это площадка, на которой обсуждаются прогрессивные идеи, технологические тренды, а также вопросы будущего и трансформации общества на основе инновационного развития в призме 21 века. Форум проводится с 2015 года по инициативе новаторского движения. По сложившейся традиции в рамках мероприятия утверждается основная тема, которой и будут посвящены лекции, мастер-классы и открытые столы. Отметим, что некоторые разработки, которые создавались в прошлые годы форума, нашли свое отражение на практике. В рамках того большого такого проекта, над которым мы работаем уже 7 лет, и ради которого проводится этот форум, называется «Микрополис». Сегодня это называется «Микрополис», и есть возможность стать частью этого проекта, который представляет собой создание, если простыми словами, райончика, микрорайона рядом с городом, либо селом. И постепенно, через каждые 5 лет, в течение 15 лет, он должен превратиться в микрополис, то есть населенный пункт абсолютно нового типа и формата, где новый такой иной уклад жизни, где технологическая база и технологии нового порядка позволяют сделать все более эффективным, более таким умным, удобным, и так далее. Завтра в России отмечают День волонтера или Международный день добровольцев. Этот праздник нацелен привлечь внимание общественности к такому важному делу, как волонтерство, безвозмездная помощь на благо общества. И накануне в Москве наши якутские волонтеры-медики, которые работают в Республиканском волонтерском корпусе по оказанию лицам старше 60 лет и маломобильным гражданам, стали победителями ежегодного всероссийского конкурса «Лучшее региональное отделение-2021» в своей категории. Конкурс проходил в рамках Международного гражданского форума «Мы вместе». Команда выиграла в категории регионы с населением от 400 до 1 миллиона человек. В целом, ими регулярно реализуются разные проекты, направленные на пропаганду ЗОЖ. Также среди призеров международной премии «Мы вместе» оказались и наши коллеги из творческого объединения «Аяр». Они заняли 3-е место в номинации «Медиа». Команда представляла на суд онлайн-голосование и жюри передачу «Кётчик-шоу», которая выходит в эфир на телеканале НВК «Саха».
Для нас это на самом деле абсолютно точно серьезная награда, поскольку она первая. Первая и сразу международного уровня. Выйдя на сцену, я был приятно удивлен тем, что мы, казалось бы, просто творческая команда молодых ребят, стоим на одной сцене с такими мастодонтами, как информационное агентство ТАСС. Самое главное, что дает нам эта награда, понимание того, что, если наша Россия, она вместе. И те, кто и в регионах, и те, кто в федеральном центре, они объединены одной общей движущей силой. Это объединяться во благо своего общества. С наступлением зимы животные и птицы гораздо сильнее нуждаются в человеческой поддержке и опеке. Простая истина: если подкармливать зверей в одном и том же месте, в одно и то же время, то они привыкнут и с радостью будут ждать появления человека. Поддержать животных можно, начиная с сегодняшнего дня, потому что 4 декабря – день угощения птиц и белок. Моя коллега Надежда Саханская отправилась в столичный парк культуры и отдыха и готова рассказать, много ли зверей и птиц идут к человеку за подкормкой. Кристина, приветствую. Да, действительно, 4 декабря отмечается этот необычный ежегодный праздник. Все дело в том, что зимой братьям нашим меньшим все сложнее и сложнее добывать пропитание. И здесь на помощь, разумеется, придет человек. Ну а рядом со мной находится Роман Шавлов, который уже не первый год занимается таким благородным делом. Роман, здравствуйте. Добрый день. Скажите, а почему все-таки люди должны обратить внимание на то, что действительно зверькам так холодно зимой и их стоит кормить в парках? Ну, во-первых, птицы – это украшение лесов, и их песни, и сами они. И скажите, скучно будет, если у нас только одни воробьи останутся. Поэтому вот здесь, например, в лесу много синичек, к счастью. Но многие люди неправильно кормят, сыпят не то зерно, крошки хлебные, а желательно семечки, такие маслосодержащие продукты. Вот семя льна, например, семечки подсолнечника, арахис. Только надо потолочь немножко, чтобы крошки были более удобны для поедания птицами. И не соленое сало для синиц вешать надо. Естественно, придут на семечки и белки. Все-таки, когда белки радуют глаз детям, это все-таки лучше, чем стаи бродячих собак, например. Но вы прямо сейчас меня удивили. Я сделала для себя открытие. Вы сказали, что синицам можно приносить несоленое сало. Так ли это? Они действительно едят? Да, едят. Синицы очень любят белковую пищу. И кроме синиц еще дятлы едят. А дятлы зимуют у нас. Здесь и большой пестрый дятел, трехпалый маленький дятел. Вот. Это интересные птицы. Они, как известно, это все-таки доктора леса. Они уничтожают вредителей огромное количество, когда идет период выкармливания птенцов. И если там, где много кормушек человек развешивает, там же рядышком потом много гнезд будет, где своих птенцов выводят эти же птицы. Поэтому это здоровый участок леса получается. А лес это и легкие для человека, и вообще глаз радует. Скажите, вот мы с вами выяснили, что можно приносить животным, а чего делать не стоит? Ну, не стоит Может быть, прикармливать собак, например. Там, в те места, где кормушки, они, например, тех же белок будут ловить и поедать. Вот. Все-таки собака должна быть у хозяина, в своем дворе, в квартире, ну, там, где это позволяет. Вот. Или в специализированных каких-то местах. А вот так вот проявлять милосердие, да, в совершенно неподходящих местах не стоит. Потом одни только проблемы случаются. И для братьев меньших, и для человека в том числе. благодарю вас, Роман. Ну, а я отмечу, что, несмотря на сегодняшний почти 40-градусный мороз, парк и суббота – это лучшее место и время для того, чтобы действительно угостить братьев наших меньшим, помочь им найти пропитание этой зимой и сделать мир чуточку добрее. На текущий момент у меня пока вся информация. Коллеги, передаю вам слово.
Действительно, даже те пернатые, кто не покидает суровые края, даже зимой, и чьи миграционные пути проходят через Арктику, порой нуждаются в нашей помощи. Так, замерзшую крупную чайку обнаружил житель села Малыка Нюрбинского района на реке Марха. Он принес ее в местную школу, где птицу обогрели и накормили. Оказалось, что это большая полярная чайка или бургомистр, как ее еще называют. Ветеринары осмотрели птицу, обморожений не обнаружили. Бургомистр чувствует себя бодро. Чайку уже передали в Нюрбинский комитет экологического надзора. Проведен клинический осмотр птицы. Но по результатам осмотра состояние нормальное, никаких обморожений нету. На транспортировку дано разрешение. Получено разрешение от Минэкологии Республики Саха-Якутия о передержке до дальнейшей отправки в Ортодойду заповедник. Северо-Восточный федеральный университет презентовал мобильное приложение, которое посвящено древнейшему искусству якутов – аланхо. Оно занимает центральное место в якутском фольклоре. Поэмы длиной в среднем в 10-15 тысяч стихотворных строк исполнялись якутскими народными сказителями, аланхасутами с певческим и актерским мастерством. И даром импровизации пение чередовалось с речитативом. Приложение «Читаем, слушаем и изучаем якутский эпос Аланхо» разработано коллективом научно-исследовательского института Аланхо СВФУ. Проект разработали при финансовой поддержке Фонда сохранения и изучения родных языков народов России. В приложении доступен текст Аланхо, записанный фольклористом Георгием Эргисом со слов известного аланхасута Мегино-Кангаласского района Иннокентия Бурнашова. Турнир абсолютного чемпиона республики по масс-рестлингу памяти Дегтярева пройдет в Якутске с 10 по 12 декабря. В этом году в борьбу за звание сильнейшего вступят маджины в двух абсолютных весовых категориях до 75 и 95 килограммов, где есть высочайшая конкуренция за первенство. Организаторы пояснили, что в супертяжелом весе никакой интриги не предвидится ввиду явного превосходства тампонского богатыря Сергея Фролкина над остальными спортсменами. Поэтому первенства среди тяжей нынче не будет. Победителю в весе до 75 килограммов достанется квадроцикл Z, а чемпиону до 95 килограммов – вездеход «Каракат». Соревнования пройдут в спорткомплексе «Мадун» без зрителей, но с прямой трансляцией на телеканале НВК «Саха». На этом у меня вся информация. Мы следим за развитием событий.